Протезы предназначены только для бега, исключительно для бега. Они дают такой пружинный эффект, более усиленный, чем обычные. Перед тренировкой обычные протезы Вадим меняет на специальные, спортивные. Кисти рук и стопы Вадим потерял в боях за Дебальцево зимой прошлого года. Колонна раненых пыталась прорваться из окружения боевиков. БТР, в котором был Вадим, подорвался на мине. На утро, когда уже я очнулся, то уже понял, что я один. Все раненые замерзли, а кто мог уйти, ушел. Вот. Я так пробовал 4 ночи там. То, что я выживу, я не верю. Я просто хотел пить, есть, я ел снег, искал чего-то, какие-то галеты, печенье. Я у водителя всегда под сиденьем что-то, есть какие-то сухпайки. Я пытался их скрыть, но уже руки как бы были отморожены. Отмороженные кисти и стопы Вадиму пришлось ампутировать. Реабилитацию он проходил в США. В Украине такой программы восстановления нет. Все расходы взял на себя Пентагон. Вадим научился жить заново. Это мне, наверное, дал такой девиз афганец. Я могу это сделать сам. Все, что там у меня не происходит, падает какой-то предмет, мне что-то нужно сделать. Все стараются мне помочь. И он тогда еще давно сказал мне, сразу ты тихонечко останавливаешь, говоришь, я могу это сделать сам, и делаешь. Как бы это ни было тяжело, вначале это действительно тяжело, но это тренировки. Таких, как Вадим, в Украине сотни. Каждый день в военных сводках с Донбасса есть раненые. Но вернуться к активной жизни удается далеко не всем. Адаптироваться солдатам помогают кризисные психологи. Общество должно понять, что это люди, которые несут в себе силу. Когда мы встречаемся с таким человеком, мы уступаем ему место, мы должны сначала посмотреть, хочет ли он, чтобы ему уступили место. А потому что мы можем его обидеть. Реабилитационных центров для тяжелораненых военных в Украине единицы, говорит волонтер Наталья Воронкова. Да и качество отечественной реабилитации пока не сравнится с зарубежной. У нас до сих пор в Украине не сделали школу ходьбы, самое элементарное, потому что перед тем, как протезироваться, нужно сделать элементарно, нужно подготовить мышцы. И я очень много знаю ребят, которые просто сидят дома, практически никуда не выезжают. Да, у него стоит 2 протеза, он не хочет их одевать, потому что ему не привили, как на нем можно легко передвигаться. То ребята, те, которые получили инвалидность, это люди, которые государству не нужны. Но обиды на судьбу у Вадима нет. Место в новой жизни он нашел сам. А участие в марафоне для него не только проверка себя. В первую очередь это пример для тех, кто называет себя человеком с ограниченными возможностями. Марина Ступак, Павел Подобед и Александр Бевс. В настоящее время. Киев.